Поднялись от меня штук 5 рябчиков. Он улетел один. На елку сел. Второй куда-то тоже на березу. Как-то в разные стороны. Вот. Не видно их сейчас. Время я не буду на них терять. Если увижу, сниму. Вон на елку второй сел. Штук 5 не меньше было. Если бы на березе там можно заснять, а на елку сядут, все. Сразу потеряешь. И вот он опять. Вон третий. Не знаю, как заснял, не заснял. Вот и... это уже птицы. Там еще надо. Где-то вон там еще на елке или на березе. Вон там тоже один сидит. Но чтобы заснять, приблизить, не получается. Он куда-то сюда сел. Затаился, пускай сидят. Главное, чтобы... вот еще один. Вон. Опа. Вон, я его вижу. Сейчас. Примерно сейчас. Ориентировать. Вот он. Вон он. Наконец-то заснял хоть одного. Любопытный. От меня где-то 25 метров. Видели? Красавчик. Сейчас еще сфотографирую. Уже возвращаюсь обратно в избушку. Здесь сырое место. Сразу видно, что сырое. Такие маленькие сосны, не рослые. Метров сколько там? 15-20, наверное, от силы. Вот след глухаря. Почему я включил видеокамеру? Вот это следы. Следы глухаря. Уже тоже под снегом. Ничего не видно, но еще можно увидеть. Ходит. Сейчас уже в марте начнут они таковать. Таковать начнут. Отмечать. Вот как. Наконец-то из елки вышли. Там возле рек елки. Сейчас напрямик иду. Где-то сколько там? Так, сейчас. Где-то 3 километра, наверное. Где-то 3 километра осталось до юга, до север-юг просеки. И по этой просеке еще на юг нам где-то километров 5. Точно. Вот здесь тоже вон следы. Видишь, тут ходят они. Вон кругом. Может где-то рядом ток. Но обычно они в таких местах и зимуют. Кормятся вот с вершинками, вот этими иголками. Они сейчас уже, наверное, если увидим, то увидим, как вылетит с лунки. Потому что уже вечереет. И вот сюда он приземлился, сел и пошел гуляет. Здесь, конечно, легче ходить. Здесь легче ходить. Где-то 300 метров, наверное, до первой просеки. Но там еще нас ожидают ужасные места. Там уже я ходил, все знакомо. Там еще ручей большой надо переходить. А до ручья там вообще непроходимые подсады. Жесть. Ну, поход, конечно, получился отличный. Вот, смотрите. Кругом следы, вон. Кругом следы. Вот.
Это глухари. Может один, может вдвоем. Следов куча. Может уже начинают отмечать. Паковать начнут скоро. А, блин, ветер такой. Ветер и снежок. Ах ты. Завтра не знаю потом, чем заняться. В лесу, я смотрю, делать нечего. Тишина, пустота. Переночуем, утром проснемся, посмотрим. За ночь надумаем, куда и что. Здесь вот просторно, как бы ветер больше. А там в тайге, возле рек, там густое место было. Нормально походили сегодня. Еще, наверное, сколько остается? Полмесяца охоты. Потом уже рыбалка и рыбалка. О, вот тетерев. Вон. Нет, не сел. А где он? Откуда он вылетел-то хоть? А вот он, вот отсюда. Вот лунка. Ну, одна пятерка. Вот второй, третий, четвертый. И все пятерки, я смотрю. Черных ничего не видел. Ну-ка еще пойдем. Вон. Во, как красота. Вот сел. Где он? Что-то я... А, вон он. Вот красавчик. И все тетерки. Черного ни одного нету. Вот смотри. Какой красавчик. 50 метров от меня. 50 метров. Красиво. Вот. Видел. Удался заснять. Что интересно, все тетерки. Это хорошо. Это даже очень хорошо, пусть размножаются. Ага. Сейчас фотографию еще сделаю. Сделал фотографии. Если фотографии хотите посмотреть, я фотографии выкладываю в Одноклассниках. Моя страница. Сейчас я подойду. Насколько он... все, улетел. Ничего не успел сделать. Хотел поближе подойти, заснять, но видел, улетел. Ну, на штук десяток было их. И все тетерки. Все, больше нету. Вот. Вот смотри, что творится. Видел, сколько их. Куча. Да штук 50 тут. И вон еще. Ну, такая партия. Вон, летят. Не знаю, заснять. Куда-то они сядут, нет. Вон. О, сели. Вон сели как. Ой, красиво. Сейчас я туда не по пути, но сходим, поснимаем еще. И, может, поближе чуть-чуть удастся заснять. Но здесь их море. 50 штук-то есть. Подхожу к основной массе, а вот поближе он еще есть. Поближе сейчас. Сейчас попытаюсь заснять. Редко так. Уже давно косачей не видел. Сейчас сниму. Вообще близко рядом. Несколько штук вот за этой березой. Сейчас. Тихонечко подойду. Угу.
Остается метров 70, наверное. 50. Вот они. Он на сосне. Он на сосне. Сидят. А там дальше на березах. Сейчас тихонько буду подходить. Все, улетели. Улетели. Но они такие и есть. Человека близко не подпускаю, что осенью, что зимой. Хитрая птица. Где-то их еще куча была. Пока моргнешь, они улетают. Вон они. Вон, вся партия улетела. На сосне, оказывается, были. Все. Вот такие пироги. Не зря выходили сегодня. Хоть поснимали. Косачей видели. Черта их. Оказывается, было. Еще остается заснять глухаря. Если есть, конечно. Но следы есть. А, вон красиво один сидит еще. Вон на елке. Видел? Ну, можно, конечно, снять оттуда его. Ну, метров 120-150 от меня он. Далеко. И косач черный. Черный косач. На елке сидит. Угу. Как будто он такой крупный. Вот смотришь, там крупный, а подстрелишь, там меньше, чем кажется. Вот. Сидит, умудряется сидеть там. Балансировка, конечно, у него балансировано все. О, сидит. Сидит, красавец. Давай улетай, надоели. Мне вообще в другую сторону идти надо. Я отклонился-то сколько, блин. А вот еще вон еще и еще кругом птицы. Так. Где у меня навигатор-то вообще? Так, отклонился я уже 159 метров. 166 метров до назначенной цели. Как бы я навигацию включил. Я хочу поймать просеку. И это по этой просеке куда-то уже в сторону избушки надо идти. Первый квартал, потом от этой просеки еще на второй квартал. До хрена еще, в общем, идти надо. Так. Здесь густой лес, тайга. Я выключаюсь, и здесь пока снимать нечего. Буду идти по этим таежным. Вообще, блин, вон, смотрите, непроходимое место. И здесь я, как я понял, уже недалеко. Здесь место, блин, такая стена. Вообще стена, натуральная стена. Китайская, как китайская стена, вот. Вон. И где-то протяженность, наверное, метров 200. Непроходимо, блин. Вот смотри. Вот такие пироги. Если эту стену пройдем, там, в принципе, будет легче идти. Дошли до царства бобров, как я смотрю. Вон. Начинаю уставать, ребятки. А сколько еще идти-то? Вот тот ручей, о чем я говорил. Вот этот ручей перейдем, и сейчас уже никуда не поворачиваю, именно иду напрямик по навигатору к квартальному столбу. До туда еще 2 километра. И от этого квартального столба до избушки километров 2 с лишним. Вот следы бобра. Бобр тут тоже, вот, видимо, живет. Ручей не маленький.
еды хватает для него. Вон какая толщина. И перерубил он тут, смотри. Там еще. Там он, сейчас покажу где он. А вот он. Кору оттуда еще снял. Кору он ел. Свежая закуска. Фу. Здесь, наверное, передохну еще. Чай попью. Конкретно там шоколад, конфеты, сушки. Колбаса есть. Перекушу. И дальше пойду. Вон какой снегопад начался. И все, небо облачное сейчас. И снег. Снег стал идти. А утро начинался солнце. День чудесный. Вечер вон какой. Все пересохло во рту. Даже говорить не могу. Фу, вставать начинаю. Вставать. Но уже тут я как этот ручей перейду. Буду как дома уже. Там уже я много ходил, все знакомо. А вот за этим ручьем как-то все чужое. Чужие места там. Все, перекур, чаепитие и дальше иду. Пока до этого момента, после косачей, ничего не снимал, ничего не было. Густой лес, тайга, ельник. Все как и здесь. Здесь то же самое вот. Но основную стену мы перешли уже. Стена такая непроходимая. Тут начнется там, гору поднимаешься и сосняк, сосновый лес. Дальше там тоже ельник. Но приятно там. Лучше, я думаю, будет идти. И вот где у него вход-то? Наверное, вот там. Вот где-то вот под этим кустом, наверное, где-то вылазит. И где-то, может, и плотина у него. Все, пью чай. Попил чаек. Да, и думаю, пока близко сниму. Вон сколько он ходил тут. О, видел? Ручей не маленький. О, обжора такой. Как он ест это? Смотри. Вон лунка там у него. Подожди, сниму я вот это. Как он закусывает тут. Смотри. О, какие у него зубы. Дерево хоть мерзлое. Не то слово, он вообще как я не знаю что. Мерзлое дерево, он твердый. Он грызет, может. Где-то он там ходит, выходит с левой стороны, она слева, да, слева. Вон. С левой стороны там лунка у него. И справа там тоже. Вон справа. Там лед. И где-то он оттуда выходит. И там тоже заходит. Вон. Там тоже заходит. Везде как туннели у него. Входы, выходы. Так что все дома звери. Звери как. Вон там еще береза. Вон. Скоро и березу он свалит. Или кору он только ел. Что-то он ел. Кору, наверное. Пень. Пенек. Там мертвое дерево, там пень. Кору он съел там. Он выходил, наверное, вчера только. Не сегодня. Сегодня он не выходил. Так что кругом бобры. Да. Кто
кто его будет есть. Наши, не знаю, нившевские, может, и едят тоже. Хрен его знает. Некрасивый он какой-то. Некрасивый. Какие-то следы. Вот наткнулся на след. Может, это волки. Вот следы. Как собаки, но где-то лапа у них диаметром 10 сантиметров, такие лунки. Где-то 10 сантиметров, наверное. Может, волки это. Я вот волчьи следы как-то свежих не видел. Самих волков еще не видел. Из-за этого вот сомнения все время. Вон, смотри. Сейчас там еще отчетливее видно. Вон такая колея. 3. Это походу на волки точно. Вон. Волчьи следы. Я другое не думаю. Мое мнение такое, если не ошибаюсь. И между лапами где-то полметра вот такие промежутки. Вот лунка, до следующей лунки полметра, 50 сантиметров. И опять 50. И ровно так идут и идут. Не знаю только вот в какую сторону. Я не заморачиваюсь. Пусть идут сюда. Куда-то вон в ту сторону пошли, а нам чуть-чуть так, правее надо взять. Правее. Может, еще встретимся с этими следами. Опять ельник, но ельник не особо таким подсадом. Идти можно. Вон промежутки такие вот. Ищу и по навигатору вот. Блин, не видно. А вот он. По навигатору остается до столба 874 метра. 211 уже отклонился от курса. Ну, все, так иду. После бобровых следов, в принципе, не включал, ничего не снимал. Вот сейчас волки, следы волков и пустота. Они тоже вот ищут что-то. Попали бы вон те косачи. Может, из лунки что-нибудь, да и толк получился. Может, косач какой-то поймать удалось. Или же возле ручья сидеть там. Бобры-то всяко выйдут. Выйдут из лунки бобр. И давай на охоту на них. А что ходить по пустому лесу? Может, и добывают тоже. Может, и оленей добывают. Здесь следов нет, а тайга-то большая. Попадутся и олени. Так. Опять елка сломалась. Вот кругом так. Целый день пути вообще мы сегодня. Целый день. Буквально там на 5-10 минут останавливаюсь. Из термоса глоток сделаю чай. Не чай, а просто кипяток. Я сегодня даже не заваривал. Просто кипяток пил и все. Как и говорил, сосновый лес. Так и есть. Сосны здесь. Ни взлетов, ни падений. Тишина. Тишина и покой. Над солдатской тюрьмой. Спят повыше дня. Спят солдаты из злата. Только их не буди. Стороной обойди.
Утомились они. Утомились ребята. Обойди. Давай, обойди. Утомились они. Утомились ребята. Так. Так, навигатор куда показывает-то? Куда идти? Так, вот смотри, как стрелка бегает. Пару шагов сделаешь и дернется. Угу. Вот. Показывает. Как показывает. И говорит, братишка, куда я указываю? Мы послушны пойдем. Вещь, в общем, этот навигатор. Я понял, долго тоже ломался, не брал. Друзья советовали, купи, говорит. А я говорю, нет, лучше компаса ничего нету. А как оказалось, лучше навигатора вообще ничего нету. С точностью до миллиметра дойдешь до избушки. Главное, чтобы батарейка не села. Следить надо за зарядкой. Утомились они. Утомились ребята. Лыжи у нас наши нившевские делают 12 сантиметров. Любые лыжи любой длины, а ширина стандарт 12. Некоторые в Сибири там полметра ширина. Если нету наста или же неплотный снег, хоть у тебя метровая ширина у лыжи, все равно будешь проваливаться. Это без разницы. А 12 сантиметров. Да, я расскажу сейчас. Сейчас я расскажу, почему делают у нас 12 сантиметров. Потому что уже к весне, если я вот пройду по целине первым, пойду в сырую погоду, скажем, и на утро крепкие заморозки. И человек, у кого лыжи там 15-20 сантиметров ширина, они в мою колею, в мою лыжню не войдут. Придется уже в стороне новую лыжню делать. А наши нившевские делают стандарт 12 сантиметров. Хоть ты в какую лыжню не попадешь со своими лыжами, ты в эту лыжню войдешь. Хоть в любую погоду. Так что вот такая штучка у нас. И мастеров много. Кто-то настоящий мастер, который делает лыжи. А кто-то, как я, вот скажем, любитель, для себя делает лыжи. Уже несколько, три штуки, наверное, делал. 3 пары. И тоже сделал 12. И не надо делать лыжи широкие. Просто вес побольше, а толку меньше. Если снег не плотный, пока не уплотнится снег, все равно ты будешь проваливаться. Бесполезно. Бесполезно широкие лыжи. И если будут комментарии, что широкие лыжи лучше, я отвечать, наверное, не буду. Не буду спорить. Я такого мнения. И любого нашего спроси, все равно все ответят, как и я. Что широкие лыжи — это лишний вес.
Так. Ну что, опять елка. Елка, сосняк. Ну, здесь идти-то можно. Можно идти тут. Блин, в некоторых местах проваливаешься. Если еще, наверное, несколько дней, еще несколько дней такая теплая погода будет, вообще уже снег рыхлым будет. Снег рыхлый, и будешь проваливаться. Ну, какие здоровые сосны. О, сосны и елки. Вот лес такой хороший. Лес хороший, имею в виду для воровой дичи, который им нравится. Сосны, елка. Крупные сосны, блин. О, здоровые. Вот на вершинку смотришь, и шапка сваливается. Ну, с головы падает. Как в лесу работаешь и на новую делянку ты, ну, как обычно, смотрят в первую очередь новую делянку вальщики. Вальщики выйдут из леса и спрашиваем, ну как лес? Потом, если плохая делянка, чепыжник один чепыжник ответят. А иногда бывает так, вот посмотришь, и шапка сваливается, ну, шапка с головы падает. С таким градусом надо посмотреть на вершинку, и шапка падает. Как же я устал. Честное слово, начал уставать. Полкилометра еще осталось до столба. Квартальный столб я ищу. И смотрите, ни одного подсада. И делянка на делянку, вот лес такой еще. Хороший тут стоит, смотрю. Конечно, тут не очень много, но кусок такой лес остался. Рубить сюда невыгодно приезжать. Раньше уже круговую тут вырубали на осенних походах. Я вот выкладывал осеннюю охоту, там по этим вырубкам я ходил часто, много. Ну, конечно, красиво тут. И солнце как назло спрятался. О, какие сосны, да. О, сосна крупная. Вон уже вижу столб. Вон они, Димой. Дошли до конец. И тут лыжня старая. Уже охотник проходил здесь. Вот она, просека. Я эту лыжню видел там даже, откуда шел. Но я крупно срезал, вот все напрямик шел. А он в сторону юга, а потом, ну, если я по этой лыжне пошел, конечно, далеко идти. И сейчас вот лыжня пошла вон прямо на восток. На восток. Ой, лыжня пошла на запад. На запад. А нам надо на юг. Здесь я перекурю еще. Глоток кипятка. Глотну и километров 2-2,5 остается еще тут. И опять по целине. Я думал, это лыжня хоть в мою сторону пойдет, а нет. Самому придется по целине. Но ничего страшного. Еще светло, успеем до темна. Дойдем.
Главное передохнуть надо здесь. И вот просека идет на север. Кто смотрел видео, осеннее видео, 11 серий, там 10 мгновений осенней охоты. Вот я начинал видео вот по этой просеке и поднимался именно на север, там 3 квартала или не помню уже сколько, 12 километров, наверное. Потом налево повернул на запад и на запад еще шел до избушки. Но здесь вообще хреново ходить. Сейчас-то зимой более-менее там все под снегом, еще пройдешь и там вот есть, конечно, непроходимая чаща, вот как вот этот густой лес, там как стена. Но это все равно зимой легче, чем летом, осенью. Осенью там я туда больше пешком, наверное, не полезу осенью, на осенней охоте. Там вообще там ручьи и невозможно ходить. Но я поднимался вот по этой просеке, да, начинал видео. До сюда здесь по тропинке там тоже и поймал я эту просеку и по этой просеке. Ну вот, ну где-то остается немножко уже. Все, пьем чай и идем на юг.